А теперь поговорим о мужском здоровье, которое имеет очень большое и важное значение для мужчин, но мы в силу своей природы как-то не обращаем на него внимания, и пока уж совсем не заболит, не побежим к врачу. Ты меня смутил, да. По статистике, мужчины живут гораздо меньше, чем женщины, и по мере старения проблем со здоровьем становится все больше. Именно об этом мы сегодня будем говорить в нашей студии, а именно о медицинском форуме «Мужское здоровье». И более подробно Нам расскажет об этом Алена Михайловна Никитина, она директор, главный врач Республиканского центра медицинской профилактики. Доброе утро. И Сардана Васильевна Павлова, врач-кардиолог отделения кардиохирургических методов лечения Республиканской больницы номер 1, Национальный центр медицины, кандидат медицинских наук. Доброе утро. И Нина Афанасьевна Васильева, врач-невролог отделения ОНМК регионального сосудистого центра Республиканской больницы номер 2, Центр экстренной медицинской помощи. Вот так все сложно. доброе утро. Скажите, пожалуйста, когда, где состоится форум «Мужское здоровье»? Доброе утро. Мне хотелось бы прежде всего начать с того, что перед нами, перед системой здравоохранения поставлена очень серьезная задача увеличения продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году войти в клуб 80+. Поэтому, конечно, сейчас самой, наверное, актуальной проблемой является сохранение мужского здоровья. В связи с этим мы в этом году, это Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр медицинской профилактики, Северо-Восточный федеральный университет, объединив наши усилия, проводим первый, подчеркиваю еще раз, первый форум, который у нас называется «Первый форум медицинских работников и общественности. Мужское здоровье и долголетие на Севере». Потому что ни для кого не секрет, что основными причинами смертности мужчин, общей смертности, это, значит, на первом месте сердечно-сосудистые заболевания, на втором внешние причины, на третьем онкологические заболевания. Но если рассмотреть смертность мужчин трудоспособного возраста, здесь есть некие изменения. На первом месте здесь выступают внешние причины, далее сердечно-сосудистые, онкологические заболевания. То есть мы должны это должна быть проблема не только Министерства здравоохранения. Конечно, это мы должны консолидироваться с другими ведомствами. Значит, здесь мы должны выступить, как сказать, единым фронтом, межведомственное взаимодействие для того, чтобы решить эту проблему. А какова будет программа форума? И вы сказали, что, я так понимаю, будут принимать участие и медицинские работники, и просто любой желающий может подойти и послушать, что будут рассказывать. Наш форум будет проходить 9-10 апреля. Значит, мы разместим обязательно программу во всех средствах массовой информации для того, чтобы каждый желающий действительно мог принять участие. Значит, будут проводиться мастер-классы для сотрудников правоохранительных органов, будут проводиться, значит, квест-игры нашими давними партнерами, это наши волонтеры-медики. Квест-игры они будут проводить в общеобразовательных учреждениях, будут проводить в средних специальных учебных заведениях. Ну и, конечно, будут у нас проходить круглые столы с медицинской общественной, с медицинскими работниками и общественностью. Те, кто пожелает, как говорится, принять участие. Эти круглые столы, значит, будут проходить, значит, мужское здоровье и долголетие, значит, мужское здоровье и демография, и, конечно, мужское здоровье, детство, юность. Вот такие направления будут рассматриваться. А мужчины в рамках этого форума могут прийти, может быть, вы будете организовывать прием, кардиологи, неврологи, могут они подойти к вам и обследоваться? Такое вы планируете или нет? Да, на местах, как говорится, будут проходить дни открытых дверей. Это будут проводить медицинские организации. То есть каждый желающий мужчина может прийти и обследоваться в эти дни. А известно, что вот у мужчин все-таки проблемы со здоровьем более ярко выражены. Ну, это и статистика по смертности говорит, что мужчины больше умирают в трудоспособном возрасте. Чаще всего подвержены чему? Риску сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний, связанных с инсультами. Так ли это или нет? Да, это
действительно так, потому что всемирная статистика показывает о том, что сердечно-сосудистые заболевания, в том числе острые нарушения мозгового кровообращения, являются все-таки лидирующей причиной заболеваемости, смертности и инвалидизации. Это очень большая проблема, в силу которого, конечно, ежегодно собирают большие конгрессы, конференции. В этом плане, да, что касается нашей республики, инсультов очень много. Достаточно где-то в год, наверное, 1500, 1600 острых нарушений мозгового кровообращения случается, и где-то 2/3 из них это мужчины. Из них, значит, где-то 30% составляют в возрасте от 45 до 59 лет. Это очень большая цифра. А на что мужчинам надо обратить внимание в первую очередь, чтобы не допустить развития острого нарушения мозгового кровообращения? Ведущими причинами, значит, инсульта является это высокое артериальное давление. Так, дальше идет гиперхолестеринемия или атеросклероз сосудов головного мозга. И, конечно же, это вредные привычки, да, которые достаточно у лиц мужского пола. Это курение и алкоголизация. Я так понимаю, что причины эти и риски, факторы, они сопутствуют так же, как и сердечно-сосудистым заболеваниям. Так ли это и каким образом предупредить недопущение развития инфаркта, того же самого миокарда у мужчин? Да, но я хотела напомнить, что мужской пол наряду с возрастом является сам по себе фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. И действительно, как сказала Нина Афанасьевна, для того, чтобы вовремя распознать заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, нужно с молодых лет проходить диспансеризацию, наблюдаться и обращать внимание на свое самочувствие. Вот сейчас система медицины дошла до такого уровня, что необходимо в золотой час предупредить развитие уже сопутствующих осложнений. Что необходимо сделать, если человек почувствовал себя плохо, сердце где-то кольнуло, что-то заболело? Какие первоочередные действия? Да, конечно, боли в груди могут вызывать разные заболевания, разные причины могут быть развития боли в груди. Но типичными болями в груди при ишемической болезни сердца, стенокардии, напряжение является жгучая, давящая, сжимающая боль за грудиной. И, как правило, такая боль отдает спину, в руку. Становится трудно дышать и может быть повышенным давлением. И тогда в первую очередь надо 0,3 звонить. Да, конечно. Нужно сразу вызывать скорую медицинскую помощь. Если есть возможность принять таблетку нитроглицерина под язык, позвать на помощь, если рядом нету никого. Спасибо большое, дорогие коллеги, что подошли к нам в студию, рассказали о очень важном форуме, который пройдет впервые у нас в республике и объединит как медицинскую общественность, так и просто наших мужчин для того, чтобы сохранять наше важное мужское здоровье и повышать качество и продолжительность жизни нас, мужчин. Спасибо.